Склонение имен существительных с личным притяжанием. Имена существительные, показывая принадлежность к какому-либо лицу, могут склоняться по падежам. При этом к основе слова сначала прибавляется окончание того или иного падежа, а затем присоединяется окончание личного притяжания. Например, с его братом Аха, Ахате, Ахатень. От твоего отца Аба, Абаха, Абахашне. Посмотрите, как склоняется слово «аба» в первом лице единственного числа. Нырым падеж, абу мне. Хамане падеж, абы мне. Зуге падеж, абыдым мне. Уйлын падеж, абы мне. Зыпсыге падеж, абарне. Хамтын падеж, абыте мне. Гарлы падеж, абыга мне. Посмотрите, как склоняется слово «эжи» во втором лице единственного числа. Нырин падеж, эжишне, хамане падеж, эжиншне, зуге падеж, эжидышне, уйлын падеж, эжиешне, зыпсыге падеж, эжигершне, хамтын падеж, эжитешне, гарлы падеж, эжихешне. А вот как склоняется по падежам слово «игши» в первом лице множественного числа. Нырын падеж, игшимне. Хамане падеж, игшимне. Зуге падеж, игшидымне. Уйлын падеж, игшиимне. Зыпсыге падеж, игшерне. Хамтын падеж, игшитемне. Гарлы падеж, игшихемне. Давайте посмотрим, как изменяется по падежам слово «нухыр» – «друг» во втором лице множественного числа. Нырын падеж, нухыртне. Хамане падеж, нухыретне. Зуге падеж, нухыртытне. Уйлын падеж, нухрыитне. Зыпсыге падеж, нухрортне. Хамтын падеж, нухртетне. Гарлы падеж, нухрготне. Еще одно слово в третьем лице нырын падеж, номынь. Хамане падеж, номень. Зуге падеж, номдынь. Уйлын падеж, номыйын. Зыпсыге падеж, номорнь. Хамтын падеж, номтень. Гарлы падеж, номгонь. Бурядар зубор бышые.